Старики говорят, раньше все было по-другому. И трава зеленее, и солнце ярче, и сметана вкуснее. Сметана? Сметана все такая же вкусная. Потому что Горянка, как прежде, все делает с любовью и с заботой о своих близких. Горянка. Там, где еда вкуснее. Добрый день, в эфире новости. Коротко о главных событиях. Никто, кроме них. Сегодня день воздушно-десантных войск. На республиканских полях собирают урожай. Расскажем о жатве озимых. Министерство культуры и архивного дела Ингушетии приглашает одаренных детей принять участие в фестивале «Союз талантов России». Более полумиллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящие в настоящее время службу в воздушно-десантных войсках, сегодня отмечают свой профессиональный праздник – День ВДВ. История воздушно-десантных войск берет свое начало 2 августа 1930 года. Тогда на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть перспективу преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности. Сегодня в ВДВ род войск Вооруженных сил Российской Федерации предназначены для выполнения задач по захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия и множество других задач. С мая 2006 года указом президента России 2 августа признано Днем ВДВ. И к другим темам эксперты, подключившиеся к дискуссиям об изменении пенсионного возраста, отмечают, что все больше пожилых жителей развитых стран продолжают работать и по его достижении не желают терять привычный уровень дохода. В России работает примерно половина пенсионеров. И дело тут не только в материальном обеспечении. Многие просто не хотят бросать любимое дело, которому посвятили многие годы. А работодатели не готовы проститься с опытными сотрудниками. Да и труду все возрасты покорны, если, конечно, здоровье позволяет. Вот у общественника искусствоведа Хавы Акиевой с самочувствием все в порядке. О ней сюжет Амины Боковой. Если вы вдруг скажете, я занимаюсь научной проблемой, вообще у вас кто работает, как вы специалистов подготавливаете, вам откроются двери, и вы заходите в зал, где это блюдо готовят, и там все пенсионеры. О том, что в 60 лет все только начинается, Хава Акиева знает не понаслышке. Доцент кафедры философии Ингушского госуниверситета, член регионального штаба ОНФ, искусствовед, а с недавнего времени автор и ведущая программ на национальном телевидении. Находит время и для хобби, хотя сложно назвать увлечением ее любовь к искусству. А начиналось все в школе. Именно учитель истории повлиял не только на выбор ее будущей профессии, но и на мировоззрение. Он участник Великой Отечественной войны. Раз. Он ветеран войны, и он преподаватель. Следовательно, этот человек преклонного возраста соединял в себе не только теорию, как сегодня. Да, учебник можно взять, в интернет можно войти, все можно. Но слушатель, который смотрит на вас, как вы это переживаете, все то, что вы говорите, и ваше личностное отношение, вы меня извините, это чисто психологический аспект. И это 90% именно любви, которую вы вызываете у подростков, у учащихся дошкольного, школьного и, естественно, 8, 9, 10 классы. Опытные педагоги с многолетним стажем окружали Хаву Акиеву и в институте. Сегодня, когда она и сама оказалась на их месте, о пенсии даже не думает. Активная и жизнерадостная, заслуженный деятель искусств республики, кандидат философских наук. Работает сейчас на докторской по истории искусств Ингушетии и помогает своим студентам в написании научных работ. По словам самой Хавы, это единственное, что по-настоящему приносит ей удовольствие. На открытие выставки Идрисова Дадана Гелановича мы идем с внучкой
проходим мимо кафе, и я говорю: вот здесь твой дедушка иногда обедал после занятий. Встает мужчина взрослый и говорит: а вы меня не помните? Я говорю: извините, а вы кто? Хотя он говорит на чеченском. Он говорит: а я ваш студент со старых промыслов. А я, говорит, помню, как вы преподавали нам эстетику. Вот для меня это награда Нобелевская премия. Для меня лично. Сегодня в России работают 30% людей пенсионного возраста. Многие не готовы отказаться от привычного образа жизни. Тем более, когда есть желание и силы трудиться. В Ингушетии по статистике из более чем 100 тысяч пенсионеров 20 тысяч до сих пор не сдали трудовую книжку. Не готовы отпускать опытных специалистов и работодатели. Ведь главный плюс людей золотого возраста – бесценный опыт, которого нет у молодых коллег. Поэтому в Госдуме было принято решение о повышении возраста выхода на заслуженный отдых у мужчин с 60 до 65 лет, а у женщин с 55 до 63 лет. Ожидается, что принятие законопроекта позволит уже в 2019 году проиндексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в 2 раза превышает уровень инфляции на конец 2018 года. Прибавка к пенсии будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина. Вопреки бытующему мнению, повышение пенсионного возраста не коснется работников, занятых на опасных предприятиях, а также врачей узких специальностей и льготников по социальным основаниям. Подробный список опубликован на сайте Пенсионного фонда. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий механизм контроля за наличием у россиян полиса обязательного медицинского страхования. Гражданин, перешедший в категорию россиян, не подлежащих обязательному медстрахованию, должен будет сдавать недействительный полис обязательного медицинского страхования или сообщать о его утрате в любую страховую организацию. Федеральные и территориальные фонды, в свою очередь, должны будут ежемесячно на основании предоставленных сведений обеспечивать отражение этой информации. Кроме того, территориальные фонды страхования наделяются полномочиями проведения проверки достоверности сведений о застрахованных лицах, а правительство России – утверждением порядка и методики определения численности застрахованных. Глава государства также подписал закон об уменьшении размера неустойки за просрочку алиментов. Законом предполагается снижение размера неустойки, подлежащей выплате алименщикам по решению суда при образовании задолженности по алиментам по его вине. Кроме того, суд наделяется полномочиями уменьшить размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов с учетом материального или семейного положения алименщика, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства об уплате алиментов. Сегодня в республике установилась дождливая погода, но вот накануне знойная жара помучила многих. Правда, солнцепек не оказался помехой для аграриев. В Ингушетии активно идет уборка хлебных злаков. В группе «Дружба», чьи земли раскинулись в Плиево, к жатве озимых культур приступили своевременно. Первым делом взялись за пшеницу и ячмень, на очереди кукуруза. Всего под озимой в группе отведено 800 гектаров. Тему продолжит Жаидат Халухоева. Гул мотора, пыли, палящее солнце. Несмотря на жару, жатва озимых в группе «Дружба» продолжается в привычном темпе. На этом поле сейчас трудятся сразу 2 комбайна. Зерноборочная техника срезает колосья у основания, а затем в молотильном аппарате зерна отделяются от вороха, после чего попадает в так называемый бункер. Как только он наполняется, собранный урожай загружают в грузовые машины. На первый взгляд может показаться, что управлять комбайном не так уж и сложно, но это далеко не так. Исрапил Катиев, комбайнер со стажем, признается, чтобы правильно и без технических ошибок собрать урожай, необходимо знать некоторые правила. Опыт А тем временем в зернохранилище ГУПа тоже кипит работа. Здесь хранят убранную пшеницу и ячмень. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожайность культур в этом году неплохая, отмечают предприятие. 24 центнера с гектара. Пока одни собирают ячмень в мешки, другие привозят с поля собранную пшеницу. А вот тонкости хранения зерна познаются с опытом. После разгрузки их оставляют на свежем воздухе, чтобы они высохли. Всю остальную работу по очистке зерна рабочие делают сами. Специальный аппарат
так гетерс те отхули да перекидом да как раз хачак кечижет хыз аппарат хачмяхкинга перекидкю когда кигдеш холче ши да мехцани влажность даёл как. А после этого можно его и хранить, и латить еще. Сейчас начнем готовиться к урожаю 2019 года. Сейчас начнем пахать земли, подготовка земель к урожаю 2019 года. Вот эти все работы мы в дальнейшем будем делать. На сегодняшний день практически урожай 2018 года у нас вот закончено. Всего по тазимы в ГУПе отведено 800 гектаров. 70% полученного урожая пойдет на лизинг за технику. Остальное – за погашение долга по зарплате рабочим. Оставшееся зерно отправить на переработку для дальнейшего использования на посевные нужды. Сейчас семена предприятие приобретает из ГУПа Асканова. Они завозят с Краснодара, со Ставрополя. Сами выращивают зерно. Вот этот... Семена, вот мы покупаем у них вот семена. В прошлом году завезли элитные семена. Полностью все 700 гектаров было засеяно элитными семенами. Но мы все равно, тем не менее, мы хотим подготовить свои семена на 2019 год. Если у них будут лучшего качества семена, мы у них возьмем. Так как это для нас и выгоднее, и проще, и удобнее. Впереди у ГУПа «Дружба» сбор урожая кукурузы. Почти 500 гектаров злаковой культуры предстоит собрать аграриям этой осенью. А перед наступлением холодов механизаторы приступят к пахоте земель. Жарайдат Халухоева, Марбек Мержоев, Новости 24. Министерство культуры и архивного отдела Ингушетии приглашает одаренных детей принять участие в фестивале «Союз талантов России», который стартует 6 января 2019 года в санаторно-курортном комплексе «Аквалоу» в Сочи. В программе творческие состязания в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное исполнение», а также номинация для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ». В рамках фестиваля состоятся творческие вечера, шоу «День именинника», встречи руководителей творческих коллективов «Будем знакомы», гала-концерт с участием звезд российской эстрады «Рождественская звезда». Подать заявку на участие можно на сайте фестиваля и по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Все информационные выпуски и анонсы наших программ смотрите на официальных страницах в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube, Твиттере и ВКонтакте. Пока это была вся информация к этому часу. Увидимся в 16:00. До встречи! Старики говорят, раньше все было по-другому. И трава зеленее, и солнце ярче, и сметана вкуснее. Сметана? Сметана все такая же вкусная. Потому что Горянка, как прежде, все делает с любовью и с заботой о своих близких. Горянка. Там, где еда вкуснее. Решили приобрести новый телефон или ноутбук, но денег, как назло, нет? Не трудоустроены официально и кредит не получить, а магазины накручивают космические цены на рассрочку? Теперь у вас есть решение. Магазин Моби Кинг с компанией Аль-Барака предоставит вам рассрочку по всем нормам ислама. Никаких банков. 9 из 10 заявок одобряются. Официальное трудоустройство не обязательно. Город Назрань, торговый комплекс «Ковчег». Для первых 20 клиентов ценный подарок. Поторопитесь. Идеальную ванную комнату вам поможет создать магазин сантехники. Огромный выбор ванн, джакузи, раковин и смесителей, мебель для ванных комнат, зеркала и аксессуары. Мы реализуем оборудование как в розницу, так и оптом. У нас можно заказать понравившуюся вам модель по каталогу. Наш адрес – город Назрань, улица Сулейменова, 17. Телефон 8 928 732 16 11. Вятские меха «Белка» вновь в Назрани. Летние цены на шубы. Рассрочка на 2 года. Только с 3 по 5 августа. Рынок «Фабрика». Голубое стеклянное здание.